В пятницу 7 апреля состоялось отчетное заседание собрания Галского района, посвященное проделанной за 2022 год работе. В итоговом собрании приняли участие сотрудники администрации, правоохранительных органов, руководители предприятий и организаций. Началось совещание с гимна Республики Абхазия. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый отдел района. Сегодня у нас докладчики проведут отчет о проделанной работе за 2022 год. Каждый из вас, присутствующих в зале, будет иметь возможность задать вопросы. Первым с отчетным докладом выступил заведующий финансовым отделом Галского района Хаджарат Адзенба. Он рассказал об исполнении доходной и расходной части районного бюджета за прошлый год. Первоначальный бюджет Гальского района на 2022 год, согласно решению Гальского собрания по собственным доходам, утвержден был в сумме 47 миллионов 62,2 тысячи рублей, по расходам 248 миллионов 197 тысяч рублей. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в сумме 201 миллион 128,5 тысяч рублей. Итоговый уточненный бюджет Гальского района, согласно решению Гальского районного собрания, утвержден по собственным доходам в сумме 859,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 275 988,1 тысяча рублей. Межбюджетный трансфер из республиканского бюджета в сумме 217 128,5 тысяч рублей. Дефицит бюджета 2022 года в сумме 8 миллионов. Получено из резервного фонда президента 2 миллиона 353,6 тысяч рублей. Таким образом, расходная часть бюджета составила 278 341,7 тысяч рублей. О работе управления городского хозяйства за отчетный период рассказал первый заместитель главы Галского района по городскому администрированию Дмитрий Адлейба. За весь прошедший год в управление городского хозяйства поступило 252 заявления от жителей района и более 300 обращений от административных структур. Все заявления и обращения были отработаны в соответствующем порядке. Как отметил Адлейба, работа управления связана прежде всего с обеспечением инфраструктурной деятельности города и ведется она непрерывно. За данный период, 2022 год, мы провели несколько знаковых мероприятий, больших. Первое – это переезд в наше собственное здание. Управление наконец получило свое рабочее место. До этого мы ютились в не очень удобных условиях. Сейчас все отделы располагаются на месте, и в связи с этим производительность труда у нас резко увеличилась. Это касается наших внутренних вопросов. Следующий вопрос, большой, который был нами проведен в 2022 году, это ремонтные работы на линии водовода, питающего город Гал и Гальский район питьевой водой с головных водозаборных сооружений в селе Речь. Значит, не считая всех остальных ремонтных и восстановительных работ, которые были проведены управлением, это очистка подвалов домов от канализационных сточных вод, частичный ремонт канализационных сетей внутри города. Большие работы, так называемые масштабные, мы провели на линии водовода. Это была разработана программа проведения работ для того, чтобы надолго не отключать подачу питьевой воды. И на 11 участках были проведены работы. Каждый участок представлял из себя фактически несколько аварий. После отчета о проделанной УГХ работе выступил начальник РОВД Беслан Жвания. За 2022 год была проведена работа по осуществлению комплексных практических и организационных мероприятий, которые направлены на укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью. За 12 месяцев в ОВД по Галскому району было зарегистрировано 41 преступление, из которых было раскрыто 35. Преступления были следующего характера: кражи, незаконный оборот оружия и наркотиков, ДТП без смертельного исхода. Нераскрытым на сегодняшний день остается одно разбойное нападение, которое имеет общественный резонанс. За аналогичный период, то есть 2021 года, в ОВД по Гальскому району было зарегистрировано 45 преступлений, из которых было раскрыто 42, что составляет 93% раскрываемости. Из них было совершено 10 тяжких преступлений, из которых 9 было раскрыто. Исходя из вышеизложенного, разница совершенных преступлений за отчетный период 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение на 4 единицы.
Служба милиции общественной безопасности УВД по Гальскому району за 12 месяцев 2022 года проделана определенная работа, а именно при проведении рейдовых мероприятий составлено административных протоколов 169, исполнено отдельных поручений 1169, запросы паспортного дела по Гальскому району 1097, запросы с управления городского хозяйства 72, обеспечена охрана конвоирования судебных заседаний 16, осуществлено оперативно-профилактических рейдовых мероприятий 153. За отчетный период 2022 года по Галскому району возбуждено 36 дел, из которых раскрыто 32. Из них 4 преступления особо тяжких, 4 тяжких, 6 средней тяжести. Преступлений небольшой тяжести было 21, проинформировал заместитель прокурора Адгур Когония. В аналогичном периоде 2021 года зарегистрировано 35 преступлений, из которых раскрыто 31. По работе, основной работе прокуратуры, как вы знаете, это является общий надзор. По линии общего надзора были запланированы соответствующие проверки. Таковых было две плановые проверки, одна плановая и 2 внеплановые проверки. По указанным проверкам были внесены в качестве мер прокурорского реагирования 1 представление, 6 было постановление о возбуждении производства по делам об административных наказаниях и составлены соответствующие справки по этому поводу. Также мы ведем надзор за издаваемыми правовыми актами в администрации района, в других учреждениях. Таковых было изучено 295 правовых актов, по которым каких-либо нарушений закона выявлено не было. О том, каким выдался 2022 год для Галского районного телевидения, рассказала директор Галмедиа Тея Аршба. Стремление обеспечить высокий рейтинг нас как вещателей побуждает при создании передач использовать не только профессиональную аппаратуру, но и использовать эффект персонификации, приглашая к участию анкоров, привлекающих аудиторию к нашему телеканалу. Этим мы сегодня и усердно заняты. У нас в разработке 3 телепроекта, один из которых уже начал свою работу, второй из них должен выйти в ближайшие недели. Был запущен цикл больших интервью со жрецами, который знакомит зрителей с традиционной духовностью народа. Также с 2022 года участились выезды съемочных групп за пределы района. Тем самым мы поддерживаем разнообразие нашей информационной повестки. И мы видим, телевизионный пейзаж уже изменился, поделилась Тея Аршба. С апреля 2023 года вышла познавательная программа «Адуней Шоу». Эти 2 продукта, к сожалению, не нашего производства, но это показывает уровень доверия и заинтересованности наших партнеров ГАЛ-ТВ и уже ГАЛ-Медиа, которые беспрепятственно по нашему запросу предоставляют их. Информационными партнерами являются ГТРК, Абаза ТВ, Система, где можно смотреть ГАЛ-Медиа также круглосуточно, а Мобайл Аквафон. К концу 2022 года к нам присоединился «Спутник». На сегодняшний день ведем переговоры с черкесским телеканалом, телевидением для обмена материалами и держим связь с директором телеканала города Биелина, Боснии и Герцеговины. По оценкам сухумских коллег, ГАЛ-ТВ, ГАЛ-Медиа уже считается одним из самых лучших районных телевидений. В конце марта вышел первый выпуск газеты «ГАЛ-Медиа» на абхазском и русском языках тиражом 500 экземпляров. Сразу хочу отметить, что все эти экземпляры у нас были распределены понемногу, так как это все-таки 500 экземпляров в Гагру, в Гудауту, в Новый Афон и Сухум. Полномочный представитель президента Абхазии в Галском районе Сурам Джинджоли отметил в своем выступлении, что в целом обстановка в районе умеренно стабильная, контролируемая. Но в работе администрации района есть пробелы, которые необходимо решить как можно скорее. Это касается нарушения трудовой дисциплины, халатного отношения к своим служебным обязанностям, несоблюдения субординации. Считаю необходимым обратиться к главе администрации с предложением до подписания трудовых договоров, а также собранием в соответствии с законом об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия всех сотрудников администрации, а также глав сел перевести на категорию «исполняющие обязанности». Провести собеседование со всеми начальниками отделов
и где необходимо поставить вопрос о несоответствии их с занимаемыми должностями. Есть проблемы с мерами взыскания и поощрения. Прошу вас, Константин Эдуардович, обратить особое внимание, так как отсутствие этой меры напрямую влияет на качество работы всей администрации. К сожалению, наблюдаются кое-где нарушения, финансовые нарушения в отделах администрации. Когда я говорю отдел администрации, это весь район сюда относится. Сотрудник, увлеченный в таких нарушениях, не должен и не имеет права занимать какую-нибудь руководящую должность. К таким людям необходимо принимать меры дисциплинарного и уголовного преследования. Наказание должно быть неотвратимым. В этом вопросе не может быть никаких приоритетов, ни родственных, ни близких. Покровительство и покрывательство должно быть расценено как соучастие и будет расцениваться как коррупция. Работа отчетного заседания собрания Галского района длилась не менее 4 часов. Прозвучал ряд актуальных докладов. В ходе собрания докладчики также отвечали на интересующие вопросы, которые звучали из зала. Основным стал отчет главы администрации Константина Пилия. Администрация Гальского района, хочу, чтобы вы понимали, принятие решений, особенно важных решений, принимается коллегиально. Никогда глава администрации или там тот иной руководитель в отдельности не принимает решения. У нас это поставлено, что все важные вопросы мы собираемся, совещаемся и выносим наиболее выверенные возможные решения из таковых, каких возможно. Уважаемые коллеги, хотела бы отметить ряд работ, которые проводит администрация в целях правильного и качественного администрирования. В этих целях администрация за 2022 год было у нас издано 296 распоряжений. Из них я озвучу только такие самые важные, это все текучие дела, но самые важные. Распоряжение о создании оперативного штаба по борьбе с противодействием размещению, подключению на территории Гальского района оборудования для добычи криптовалют. Распоряжение о создании инвестиционной комиссии земельных участков. Кстати, комиссия по инвентаризации земель работает. Она в прошлом году обошла несколько сел в планах на будущее, большие дела. Они все приводят к пониманию, за кем участки находятся. Они приводят к пониманию, сколько нужно оплачивать, какие задолженности, и открывают нам те земли, которые у нас не на учете. Эта большая работа проводится управлением сельского хозяйства. Надеюсь, эту работу в этом году еще усилить. Необходимо, Юрьевич, усилить эту работу. Создана комиссия по инвентаризации имущества администрации района, то есть взятие неучтенных зданий и сооружений на баланс администрации. Такая проблема в районе стоит и стояла. В 2022 год мы смогли несколько зданий поставить на баланс. Это звучит просто, а на самом деле за этим стоит оценка здания, его объем, денежный вес. Обращаемся к фирмам лицензированным, оплачиваем эту работу, она дорогая. Но это нам необходимо для того, чтобы те же здания, сооружения, которые взяты на баланс, уже руководители могут уже и заниматься уже и ремонтами, и текущими ремонтами, и там, сдачей помещений в аренду, если необходимо. Эта работа очень необходима. Завершилось совещание единогласным решением депутатов районного собрания о принятии отчета о проделанной работе за 2022 год. Ника Гачава, Илона Микава, Борис Сацуа, Гал Медиа.